В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о темах вечернего выпуска. Айсан Николаев и Михаил Николаев обсудили перспективы развития предпринимательства на селе. 500 семей переедут из аварийного жилья в новый микрорайон столицы Якутии. IT-специалистам упростили правила получения льготной ипотеки. Сегодня во всем мире свой профессиональный праздник. Международный день ювелира отмечают мастера, что делают нашу жизнь прекрасней. Якутяне принимают участие в выставке-форуме «Уникальная Россия» в Москве. Проект закона о Северном завозе проходит последние этапы согласования. Об этом заявила депутат Госдумы Галина Данчикова. Она сообщила, что это будет комплексная система управления Северным завозом. Законопроект был подготовлен по поручению президента Российской Федерации. Он направлен на то, чтобы решить проблему ограниченных сроков поставки грузов. На сегодняшний день таких регионов 25 по стране. Законопроект предусматривает 3 категории грузов, начиная с социально значимых товаров, заканчивая необходимыми для жизнеобеспечения экономики субъектов товаров. Также в проекте уделено внимание мониторингу цен и передвижению груза по всей цепочке вплоть до получения. Законопроект, он передан в правительство Российской Федерации. Я надеюсь, если ничего не произойдет с точки зрения замечаний соответствующих министерств и ведомств, он в феврале месяце должен быть передан в Государственную Думу для рассмотрения его и концептуально, и принятия в целом. Пока в законопроекте срок его вступления в силу обозначен сентябрь 2023 год. Я надеюсь, что ничего такого не произойдет. Отопление в домах якутского поселка Витим приведут в необходимую норму. 24 января, по информации главы поселка Витим Ленского Улуса, произошло падение температурного графика на котельной «Квартальная». Причиной послужила повышенная влажность щепы. В целях устранения проблемы был организован подвоз качественной щепы для топлива организации «Алмаз» согласно договору поставки. На текущий момент в поселке поднимается температура теплоносителя, что гарантирует обеспечение качественного теплоснабжения потребителей поселка Витим. Всего потребителями являются 7 многоквартирных домов, около 70 частных домов и 2 социальных объекта. Котельная «Квартальная» находится на концессии ООО «ВЭС» Восточно-энергетические системы, которые в рамках концессионного соглашения должны модернизировать ряд котельных в поселке Витим, перевести их сырой нефти на щепу. Это экологически чистый продукт, который используется для теплоснабжения наших потребителей, и соответствующий объем топливно-энергетических ресурсов на месте имеется. В рамках модернизации инфраструктуры Якутия в течение 2 лет получит финансирование из федерального бюджета через Фонд развития территории. По словам Вячеслава Емельянова, министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики, в первую очередь средства будут направлены на развитие инженерной инфраструктуры, то есть реконструкцию и модернизацию уже существующих сетей теплоснабжения в 16 муниципальных образованиях. Всего объем финансирования на 2 года составляет более 1 миллиарда рублей. Активно работаем с федеральным органом исполнительной власти, и в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты с заместителем председателя правительства Российской Федерации, главы Республики Саха-Якутия Айсана Сергеевича Николаева, эта программа будет и в дальнейшем реализовываться на территории Республики Саха-Якутия в цели улучшения качества предоставляемых услуг, коммунальных услуг на территории Республики Саха-Якутия. Глава Якутии Айсан Николаев встретился с первым президентом республики Михаилом Николаевым. В ходе встречи обсуждались перспективные направления развития сельской местности, усиления поддержки сельских предпринимателей. В 2023 году планируется принятие закона о территориях развития местного производства. Проекты развития местного производства рассматриваются в Намском, Горном и Мегино-Кангаласском улусах. Новый механизм может охватить и арктические районы, что позволит развивать традиционные отрасли народного хозяйства, в том числе рыболовство и оленеводство. Айсан Николаев поддержал инициативу Михаила Николаева о запуске пилотного проекта «Долина Эркеней» в Хангаласском улусе. Это позволит реализовать проекты в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и туризме.
В Якутии аккредитовано более 110 IT-компаний. Специалисты этих организаций смогут воспользоваться специальной программой льготной ипотеки. На сегодня программа льготной ипотеки для IT-специалистов воспользовалась почти 6 тысяч россиян. Ставка по ипотеке сохраняется на уровне до 5%. За счет банковских программ она может быть снижена дополнительно. Программа будет совершенствоваться, и в 2024 году планируется одобрить еще около 20 тысяч заявок по стране. В этом году получить льготную ипотеку стало проще. Считается, что за 3 года 50 тысяч IT-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия. Этой весной порядка 500 семей, проживающих в аварийных домах, переедут в новый микрорайон «Звездный» в столице республики. В настоящее время завершается строительство 5 домов сектора А, который предназначен преимущественно под программу переселения из аварийного и ветхого жилья. Предусмотрено и строительство коммерческого жилья. Свайные работы там ведутся в 10 домах. Для приобретения квартир в «Звездном» якутяне смогут воспользоваться льготными кредитами по программам «Дальневосточная ипотека», «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека». Всего до 2027 года в микрорайоне планируется возвести 30 многоквартирных домов. Проживать там смогут около 11 тысяч человек. Республиканский форум по наставничеству стартовал в Якутске. В мероприятии принимают участие студенты, педагоги и руководители из 23 учреждений среднего профессионального образования. Проект направлен на повышение интенсивности и эффективности профподготовки будущих специалистов. В программу мероприятий включены мастер-классы, практикумы и экскурсии по учебным лабораториям. Так, сегодня в Якутском сельхозтехникуме мы провели открытую презентационную площадку «Профессионалитет», в ходе которой провели круглый стол для руководителей профессиональных образовательных организаций. Кроме этого, во время торжественной церемонии подписали соглашение о партнерстве между Якутским сельхозтехникумом и транснациональной компанией «Ростельмаш». Напомним, что президент России Владимир Путин объявил 2023 год годом педагога и наставника. Молодежь определяет будущее нашей страны. Без этой аксиомы невозможно развитие нашего общества. Очень отрадно заметить, что именно вопросы воспитания и наставничества главные вопросы, которые будут рассматриваться сегодня на форуме. Наставничество как образовательный ресурс, наставничество как воспитательный ресурс. Я думаю, что сегодня участники будут работать плодотворно, интересно, творчески и профессионально. IT-индустрия Якутии сегодня находится на подъеме. В глобальном аспекте это 1000 рабочих мест и уникальные продукты для цифрового рынка. А в частном – креативный подход и высокая квалификация каждого участника процесса. В результате создается новая отрасль, в которой каждый человек не винтик, а яркая индивидуальность и генератор идей. Об одном из них расскажет наша коллега Анна Пшенникова. Делать работу тысяч людей проще, опережать время, облегчать сложные процессы, в общем, формировать новую реальность. Для Артема Петухова, человека, создавшего 12 лет назад IT-компанию Smart Unit, все это стало частью профессии. Хотя правильнее будет назвать это любимым делом, ведь только ему человек готов посвящать все свое время. 12 лет без отпуска. И рабочий день у нас бывает и в воскресенье, и в субботу, и ночью. То есть вообще клиенты, мне кажется, думают, что айтишники такие некие киборги, которые никогда не спят, не отдыхают, потому что часто, например, в пятницу вечером нам говорят: вот это надо сделать, вот это. В понедельник посмотрим. Сами айтишники такой востребованности только рады. С 2012 года компания осуществила порядка 30 крупных проектов, а число небольших давно перевалило за 400. География работы тоже впечатляющая. От Владивостока до исландского Рейкьявика. Вместе с Артемом в компании трудятся 24 человека, и он считает, что место в IT-индустрии есть буквально для каждого. IT, это не только программирование, на самом деле это огромный пласт любых практически профессий. То есть это и копирайтеры, и дизайнеры, менеджеры, маркетологи, рекламщики, художники. То есть сейчас IT на самом деле практически вообще в любой сфере работает. То есть даже если вы медик, вы можете работать в IT.
Специалисты Smart Unit занимаются разработкой программного обеспечения, решая целый спектр вопросов, важных для всего региона. Например, северный завоз, карта очагов заболеваемости ковидом или система противодействия лесным пожарам, благодаря которой скорость реагирования пожарных увеличилась втрое, а время создания карточки пожара сократилось с 2 часов до нескольких секунд. Секрет такой продуктивности прост – постоянное самообразование специалистов. Это тоже одна из таких, наверное, сложностей работы в IT, что остановился на месяц, собственно, все уже провалился, оказался в прошлом.